командовал мне вольно, нахватал я пуль довольно, ух, как больно. Справа блистер мне разбили, провода хоть не убили, зацепили. Капитан, что в левой чашке, матерился, было тяжко. Мы в рубашках с ним, наверное, родились, потому что не разбились, возвратились. Знать, судьба моя такая, 30 лет в горах летаю, я устал, наверное, это моя осень. Для меня запчасти ищут, жалко будет, если спишут. Я ведь старый на износе, я Ми-8. Уважаемые гости, на протяжении многих лет торжественностью отмечается День создания армейской авиации в России, как официальная дата. Воинское мастерство, боевое братство, героизм профессионалов военной авиации вызывают искреннее уважение. Ведь главное достояние армейской авиации, доставшееся нам в наследство от прежних времен и тщательно сберегаемые сейчас, морально-боевые качества наших пилотов. Они – люди чести и долга. И сегодня мы поздравляем их с профессиональным праздником. И для вас звучит первый музыкальный подарок от солистки Государственного театра оперы и балета Галины Маликовой.
прощается ветеран Афганской войны, член Совета регионального развития Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Владимир Валентинович Туров. Вы посмотрели, конечно, вы посмотрели видеоклип, посмотрели, как воюет вертолет Ми-8 в Афгане. Ну, вот так летали, вот так воевали. Все, в общем-то, просто. Экипаж решает задачи важные с целью подавить противника и остаться живым. Я рад, что сегодня здесь пришли вертолетчики, прошедшие Афган, которых я раньше не видел. Я надеюсь, что вот конкретно не вижу, вы будете с нами. Нас должно быть много, потому что вот до сегодняшнего дня нас было 4-5 человек. Я думаю, что нас будет больше. Мы будем чаще собираться, вспоминать Афганистан, Чечню, ну и другие горячие точки, если где-то кто-то воевал. Наши учителя. Поэтому сегодня школы. Вот. Я хочу сегодня вручить ей медаль «70 лет Победы. Дети войны». Васильевна, спасибо вам за науку. Война для ребенка – это тяжело. Здоровья вам и долгих лет жизни. Спасибо. Вертолетчик. Да вы что, пусть Дай приходят к нам, пусть приходят к нам. Сестры, родные. Здоровья вам, счастья, долгих лет жизни. Всего вам хорошего. Пожалуйста. Вот удостоверение. Ну что ж, продолжаем концертную программу. Когда-то человек мечтал о простом полете, но этого оказалось мало со временем. Полет для вас не только наслаждение, но и исполнение почетного долга по защите неба Отечества. С музыкальным подарком для вас солистка Государственного театра оперы и балета Республики Коми Елена Ладыгина. Позвольте вас поздравить от всей души с праздником вашим профессиональным, пожелать вам крепкого здоровья, самое главное вам, вашим близким, родным, счастья огромного и, конечно же, хорошего настроения, как сегодня. Без сомнения, коснется
Спасибо вам большое, с праздником вас! Никогда не успевает сфотографироваться. Награждение Владимиру Валентиновичу Турову. Организации офицера России в региональном отделении исполнилось в прошлом месяце 3 года. Вот так вот мы живем, работаем. Коллектив понемножку растет, качественно в основном, потому что балласт нам не нужен. Мы приглашаем всех, потому что если вы пришли сюда, значит вы не безучастны в судьбе государства. У организации офицеров России есть высокая награда. Вот. Медаль за офицерскую честь. Так, приказом 47 от 23.05.15 года медалью за офицерскую честь позвольте, ну не наградить, а вручить, потому что награда уже пришла из Москвы, Жучик Марина Геннадьевна. Это наш юрист, очень много помогает нам в решении разных вопросов. Грамотный специалист, видите, и погоны какие, долго служила, много заслужила. Марина, поздравляю. Всего хорошего. Майор, она тоже много работает. Она как радистка, вся информация, которая здесь накапливается, передается в Москву. Ольга Альбертовна. Ольга Альбертовна, тем же приказом, сейчас очки одену. Да, тем же приказом номер 47 от мая сего года вручена медаль за офицерскую честь. Вот, видите? Красивые. Красивые. Очень. Оля, спасибо тебе за наш разговор. Значит, Ольга Альбертовна приняла большое участие в издании книги, энциклопедии, как называется? «Афганская война в лицах». Значит, недавно пришла информация с просьбой значит, находить материал и передавать туда, в Москву, в издательство «Барс». Я обращаюсь к афганцам. Приносите информацию, будем передавать. Выйдет следующий том книги. Оля будет передавать. Оля. Буду. Всего хорошего. Вот, да? Путиков Вадим Валентинович. Прошел Афганистан. Через ее руки прошли сотни раненых бойцов. Служил в воздушно-десантных войсках на должности. Последняя начала. Нет, там. Там анестезиолог, реаниматолог операционно-перевязочного взвода. Вот. Спасибо Вадиму Валентиновичу. Здоровья и дальнейшей работы совместной нашей организации. Спасибо. Служу России. Можно себя поздравить, Конечно. армейскую авиацию, потому что, наверное, кроме как медики, наверное, никто так не сталкивается с вертолетчиками. И, наверное, столько же, сколько медики, вертолетчики видели. И грязи, и крови, и смертей, и боли. Все через них прошло. Я хочу сказать большое спасибо. И не только те, кто на Ми-8, и Ми-24, которые порой своим бортом закрывали тяжелые транспортники. Спасибо. Команда обеспечивает не только обороноспособность страны, но также выполняет массу важных задач в мирное время.
Сегодня армейская авиация относится к ВВС России, но уникальность и специфика этой службы оставили за вертолетчиками право на определенную автономию, что подчеркивается собственным профессиональным праздником, традициями и братством. Чтобы небо над головой сияло чистой лазурью, а сон граждан был спокойным, армейская авиация бдительно несет свою службу, день ото дня оттачивая мастерство. И для вас звучит музыкальный подарок от вокального ансамбля «Рябинушки». Авиарябинушка. Того, что от гражданской авиации низкие поклоны и поздравления военной авиации, мы все равно тесно связаны. И летая в небе, небо общее, что называется. Просто мы не одну сейчас песню споем, а такой маленький небольшой концерт получится. Нас не предупредили, как и что. Если надо будет, мы еще потом выйдем, ладно, когда на гражданской авиации. А вот сейчас что будет, то и будет, хорошо? Колышется дождь молодой, ветры летят по равнинам бессонным. Знаю, что меня ждет за далекой чертой. Там за горизонтом, там за горизонтом, там-тарам, там-тарам. Шел я к высокому небу не зря, спал, укрываясь большими снегами. Но зато я узнал, что такое заря. Там за облаками, там за облаками, там-тарам, там-тарам. Верю, что все неудачи стыдят, жизнь отдавая друзьям и дорогам. Я узнаю любовь, повстречаю тебя. Там за поворотом, там за поворотом, там-тарам, там-тарам. Но мы никогда не должны забывать о тех, кого нет с нами. И есть такая баллада о военных летчицах из кинофильма «Ночные ведьмы». И вот сейчас в память о всех ушедших будет исполнена эта баллада. Когда вы песни на земле поете, тихонечко вам небо подпоет.
прикасаемся руками. И думаете вы, что это свет? Мы дышим, согревая птичьи гнезда, баюкаем детей в полночный час. Вам кажется, что с неба смотрят звезды, а это мы с небес глядим на вас. Мы вовсе не тени безмолвные, ветер и крик журавлей, погибшие в небе за родину, становятся небом над ней. Вот так и живем, не ждем тишины. Мы в юности нашей, как прежде мы, а сердце, как прежде, горит от того, что дружба превыше всего. А годы летят, наши годы, как птицы, летят, и некогда нам повернуться назад. И радость, и встреч, и горечь разлук мы все испытали, товарищи, друг. А там, где когда-то влюбленными шли, деревья теперь поросли. А годы летят, наши годы, как птицы, летят, и некогда нам оглянуться назад. Не созданы мы для легких путей, и эта повадка у наших детей. Мы с ними выходим навстречу ветрам, вовек не состарится нам. А годы летят, наши годы, как птицы, летят, и некогда нам оглянуться назад. А годы летят, наши годы, как птицы, летят, и некогда нам оглянуться назад. Слово для награждения Владимиру Валентиновичу Турову. Владимир Валентинович, ваш выход. Авиация, то позвольте вручить памятную медаль 65 лет армейской авиации ветерану армейской авиации, пограничнику, который летал не только на вертолетах, но и на самолетах на севере Советского Союза, России. Потом переучился на вертолет Ми-8, воевал в Афганистане бортовым техником, воздушным стрелком. Валерий Йович. Вот такая форма сейчас у военных летчиков. Вот посмотрите, наглядно. Сынок подогнал, сам летает. У нас все было немного попроще, конечно. Все, молодец. Здоровья и участия в работе. Как Руководитель
исполкома региональной общероссийской общественной организации «Офицер России», участник войны в Афганистане и боевых действий в Чечне, ветеран погранвойск, лауреат конкурсов авторской песни, майор в отставке Вячеслав Иванович Немиров. Не эту профессию выбрал, летчиком хотел. С праздником вас, мои дорогие. В жизни армейской авиации каждый день происходят какие-то важные события, интересные истории. И сегодня я хочу предложить вам послушать две песни, а точнее две реальные истории, которые произошли с вертолетом Ми-8. Одна из таких историй произошла сравнительно недавно, в 2000-е. На площадке, где машины в ряд стоят винтом к винту, их стеклянные кабины с грустью смотрят в высоту. Есть особая вертушка, ее видно за версту, с яркой надписью «Братишка» на простреленном борту. От Бамуда до Цхинвали, от войны до войны, так его любя прозвали с уважением пацаны. Сложным было положение, долго длился бой, и вот оказался в окружении под огнем десантный взвод. Пригорюнились парнишки, нечист, сука, прет и прет. Вдруг глядят, летит братишка, их любимый вертолет. Сбросил вниз вооружение, все, что надо для войны, и прорвали окружение, победили пацаны. Озверев ума лишенно, били черти его в лед, только как заговоренный был проворный вертолет. Сквозь обстрел проскочит мышкой, не теряя высоту, с яркой надписью «Братишка» на простреленном борту. От Бамуда до Цхинвали, от войны до войны, так его любя прозвали с уважением пацаны. Улетит, бойцов оставит и обратный курс возьмет, к месту раненых доставит и лекарства подвезет. Словом, дел ему хватает, хоть пробоины видны, все летает и летает скромный труженик войны. От Бамуда до Цхинвали, от войны до войны, так его любя прозвали с уважением пацаны. Настоящий не из книжки, набирает высоту, с яркой надписью «Братишка», а за что по нам борту. С яркой надписью «Братишка», а за что по нам борту. В Чечне в свой очередной рейд ушла группа спецназа. И что-то у них там пошло не так. Они не выходили на связь. На их поиски вылетел экипаж боевого вертолета Ми-8. Что произошло дальше, вы узнаете из песни, которая называется «Третий тост». Третий
на связь. Где-то там, за свинцовыми тучами, небо бездонное. Светит солнце светло и совсем далеко от войны. А в горах коротая тревожные ночи бессонные. Может, помощи ждут и живые еще пацаны. Раскрутились винты водной пыли, обдав на прощание. Круто взмыла машина во тьму, не оставив следа. А с вертушкою ввысь унеслась наша боль и отчаяние. Поселилась в сердцах где-то рядом со словом «беда». Зная плачущий дождь и недоброе небо колючее, как мы ждали тогда улетевших на поиск ребят. Но вот 30 минут, как закончилось в баках горючее, и понятно, что больше они не вернутся назад. Будем жить за троих, не забудем о них, молча пьем во весь рост третий тост. Мы идем над предательски вечно зелеными склонами, где за каждым кустом притаилась беззубая смерть. Над пропитанной горем землей, над бандитскими схронами. Только знаем, что поздно уже и что нам не успеть. Рвали клочьями тучи надежные, сильные лопасти. Эхо зычным раскатом бежало по скалам вперед. И пропала на дне черно-гиблой неистовой пропасти, где на мокрых унылых камнях догорал вертолет. Будем жить за троих, не забудем о них, молча пьем во весь рост третий тост. Мы кружили в надежде, что все-таки чудо случается, и что кто-то из них все же жив и махнет нам рукой. Но не так, как хотелось бы нам, в жизни все получается. Ходишь жестоко к пилотам, судьба нам не надо другой. Вот такая у нас в этот раз приключилась история. Среди старых, немых, неприступных, обстрелянных скал. Кто-то скажет, война есть война, что ж, конечно, не спорю я. Только пусто пусть будет тому, кто ее развязал. Будем жить за троих, не забудем о них, молча пьем во весь рост третий тост. Будем жить за троих, не забудем о них, молча пьем во весь рост третий тост. Разгромил фашизм, кто подарил нам жизнь, кто подарил нам возможность вот так тепло встречаться и жить на этой земле. Эта песня посвящается нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной.
саду цвела сирень, ему кричали наш родной, и улыбался майский день. Сквозь слезы говорила мать: сынок, я верила, живой. Пришлось так долго воевать. Присядь и отдохни, родной. Спасибо деду за победу, за каждый отстоявший дом, за небо чистое, за веру, за то, что мы теперь живем. Спасибо деду за победу, за этот светлый праздник май, за нашу теплую беседу. За это выпьем, наливай. Вернулся он с войны домой, 4 года, как 100 лет, и молодой, но седой, за нашу жизнь держа ответ. Вернулся я с войны и сам, и в клочья порвана струна, ведь за спиной Афганистан, но только Родина одна. Спасибо деду за победу, за каждый отстоявший дом, за небо чистое, за веру, за то, что мы теперь живем. Спасибо деду за победу, за этот светлый праздник май, за нашу теплую беседу. За это выпьем, наливай. Наливай. Ну что же, еще один музыкальный подарок. Это «Авиарябинушки» в исполнении Юрия Михайловича. «Офицеры России». Цветы гордой страны, офицеры России, что отчизне всегда беззаветно служили, не жалея себя, на врага шли вперед, и победным был каждый военный поход. Честь и совесть страны, офицеры России, что отчизну как мать очень нежно любили, за нее шли на бой, в сердце верность храня, и была сила духа крепка, как броня. Честность, храбрость страны, офицеры России, что из боя солдат на себе выносили, схватки с силами зла на полях погибали, но друзей от штыков и от пули спасали. Верность, слава страны, офицеры России, что уж той семьи, как святыню хранили, благородством высоким
сердца покоряли, честь мундира пятнать никому не давали. Доблесть нашей страны, офицеры России, что побед наших флаг у отцов подхватили. Храбрым воинам чести, любовь и хвала, троекратная, громкая наша ура! 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 Спасибо. Друзья, и это еще не конец. Конечно же, песня поднимает боевой дух, да? Ну, кроме песни, поднимают дух еще и танцы, согласитесь? Да, и у нас вот еще ни разу не было танцев. И с этим вы тоже не поспорите. И для вас наш сюрприз от центра Югор. Сюрприз от Dance Project ST, от танцевальной студии «Шпильки». Встречайте! Приглашаю Владимира Валентиновича на заключительное слово. Вот так мы живем, так мы работаем. Наша организация пошел 4-й год. Это организация офицеров России. Мы крепко держим знамя, никому его не отдадим. Вот всех желающих приглашаем к нам. Приходите к нам. У нас хороший коллектив. Центр культурных инициатив. Спасибо им огромное. Маше, Юле, Игорю. Благодаря им вот наши концерты бывают такие замечательные. Ну и всем спасибо, кто показал сегодня свое творческое мастерство.
Это замечательно, что к нам пришли и помогают нам проводить вот такие вот встречи. Галя Маликова, Елена Ладыгина. Убежали девочки, но они всегда с нами будут в будущем. Я надеюсь. По крайней мере, они сказали, что будут с нами дружить. Всем спасибо, что пришли, поздравили нас, вертолетчиков, с праздником. Здоровья всем, долгих лет жизни. Спасибо.